Лопаты в руки и за дело. Для кого-то сегодня праздник, а для кого-то рабочие будни. Волонтеры-экологи и не думают об отдыхе. Посадить деревья в День России для них приятные хлопоты. На очереди липы. Выкопать ямку, посадить саженец и придавить грунт. Это лишь на первый взгляд сажать деревья легко. Здесь важно еще и соблюсти технологию, чтобы дерево прижилось на новом месте. У деревьев есть шейка. Это как горлышко у нас. То есть если мы чуть выше шейки посадим, то дерево будет либо засохнет, либо будет долго болеть. Поэтому, прежде чем вы сажаете, поэтому и удобнее, когда у вас с ведра вы сажаете, и обязательно вытаскивать надо с ведра, чтобы вы немножко увидели. Вот видите, мы чуть-чуть зашли за зазор, поэтому мы поднимаем ведро, докидываем грунт. Совместить приятное с полезным буквально. Место, чтобы разбить сад, выбрали не случайно. Сегодня в ДРКБ станет на 10 молодых деревьев больше. Почему именно в ДРКБ? Во-первых, дети, во-вторых, защита от ветра, пыли. И в-третьих, то, что мы уже начали на территории больницы уже весной сажать деревья и посадили по проекту «Сады поколений», который работает с 2016 года, порядка 450 деревьев. Это тополь пирамидальный, гипоаллергены, то есть без пуха, красивые цветущие деревья. Это миндаль трехлопастный, боярышник, полскарлет. В подобных акциях я уже участие принимаю не в первый раз. Был куратором на своей памяти. Состою в организации «Волонтеры-экологи». Объявили про акцию, решил принять участие также в экологическом оздоровлении своей республики. Мелкими шагами к большой цели. Опыт старших тут же перенимают младшие. У волонтеров-экологов еще никогда не было таких маленьких помощников, и они быстро учатся. Алия Хаштырова сейчас проходит лечение в детской больнице. Говорит, что когда вернется домой, посадит саженцы и у себя. Кстати, технологию посадки она уже освоила. Сначала мы выкапываем яму, потом бьем ведро, которым дерево. Вытаскиваем оттуда дерево, сажаем его. Международная акция «Сад памяти» инициирована еще в прошлом году в память о 27 миллионах советских солдат, погибших в годы Второй мировой. В их числе и более 20 тысяч выходцев из Ингушетии, из которых 5 тысяч пропали без вести. Кто-то о войне слышал из первых уст, а кто-то, как Лолита Кадзоева, видела героев своей семьи лишь на фотографиях. Лично для меня большая честь присутствовать на этой акции, помогать в этой акции, потому что у меня оба деда пропали без вести в Великой Отечественной войне. Участвуя в этой акции, я возрождаю память о них. Более миллиона саженцев – липы, тополя, сосны и черешни – теперь растут в память о погибших в годы Второй мировой по всей стране. Более 5000 из них расцветут в Ингушетии. Тамара Хшагульгова, Акрамат Тасхоев, Новости 24.